Раскатывай, а ну давай. Крепкий, плечистый, среднего роста, родился в рабочем районе ростом. Пацан то, что надо, и слесарь-ударник. Он мирно трудился на одной из фабрик, работал 2 смены, пахал что есть мочи. И однажды ночью пацан рабочий, усталый, голодный, но гордый собой, пешком возвращается к себе домой. А дома ждал борщ и жена дурнушка, потом пиво кружка, перед сном порнушка, в кармане получка, и он справит подарки жене и детям. Но тут из-за арки нарушил нахрапом его приятные мысли. Небритый детина, здоровый как гризли, и спросил глухим голосом, будто сквозь вату: ну что, козел, получил зарплату? В квартале немало здоровых детин, но этот был зверь, и к тому же не один. Вообще их было 3, и все атлеты, упругие бицепсы, в руках кастеты. Ну нет, не возьмете, позорные гады, подумал слесарь 6-го разряда. Эх, жаль, не со мной заводская братва, не достал из широких штанов ключ до 32. Да я же местный, ребята, вы чё? Возмутился слесарь и потряс ключом. Атлеты в ответ лишь пожали плечами и стали выписывать дички ногами. А слесарь, он тоже ведь парень не промах, как выдаст вертуху в сандалях огромных. Атлеты струхнули, а фиг его знает, пацан как бывало, ништяк заряжай. А слесарь тут раз такой ход конем, и давай мочить главаря ключом. И вообще обнажил заводские наколки, и дрогнули в страхе позорные волки. А он бьет, бьет, бьет по болевым точкам, бьет, бьет по заточкам, по почкам. И типа тика, собрались спортсмены, а тут им навстречу ребята со смены. Их было немного, ну где-то полцеха, бандитам копать, рабочим потеха. Еще кто подписан, размер 45-й. Колбасьте бандитов, колбасьте ребята. Атлеты бежали, их пятки сверкали, на шее кастеты в кусты побросали. Такого конца они точно не ждали, что парни рабочие